Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейкшара. На имя президента Абхазии Рауля Хаджимба продолжают поступать поздравления. С переизбранием на пост президента Рауля Хаджимба поздравил президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега. От имени правительства национального единства и примирения Республики Никарагуа, а также от имени нашего народа, позвольте передать искренние братские поздравления по случаю вашего избрания в качестве президента Республики Абхазия. Мы с уверенностью можем сказать, что никогда не сомневались в том, что народ Абхазии сделает правильный выбор. Сегодня в этот особенный день мы уверены, что ваша удивительная страна, Республика Абхазия, находится в надежных руках. На ее президент станет не просто руководителем, а также большим другом своего народа, знающим и понимающим его, любящим и заботящимся о нем, отмечается, в частности, в поздравлении лидера Никарагуанской республики. Поздравление председателя правления Московской абхазской диаспоры Беслана Агрба отмечается. Искренне надеюсь, что работа по реформированию всех приоритетных сфер нашего государства будет активизирована, а все значимые социальные, образовательные, экономические программы, а также гражданские инициативы получат пристальное внимание и большую поддержку со стороны государства. Московская диаспора всегда поддерживала созидательные процессы на родине и готова продолжать это делать и дальше, а также достойно представлять Абхазию за рубежом. Беслан Агрба пожелал Раулю Хаджимба оптимизма, силы и решительности для плодотворной работы на благо Абхазии, а также сплоченной и профессиональной команды единомышленников для реализации глубоких и масштабных реформ и планов по созданию правового, экономически сильного, суверенного государства. В связи с победой на президентских выборах Рауля Хаджимба также поздравили глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации Геннадий Зюганов, председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Группа депутатов Народного собрания парламента Абхазии обратились к политическим организациям страны в связи с прошедшими выборами президента Республики Абхазия. 9 сентября 2019 года ЦИК объявил официальные итоги повторного голосования по прошедшим выборам президента Абхазии, согласно которым избранным президентом Абхазии стал Хаджимба Рауль Джумкович, а избранным вице-президентом Барцес Аслан Чачурбеевич. Состоявшиеся выборы прошли в спокойной атмосфере, в полном соответствии с выборным законодательством Республики Абхазия и существующими международными нормами, что было подчеркнуто и в заявлениях иностранных наблюдателей, которые участвовали в мониторинге подготовки и проведении выборов как 25 августа, так и 8 сентября. В их выступлениях отмечалась приверженность народа нашей страны построению суверенного и независимого демократического государства на основе свободных выборов и верховенства закона. ЦИКом не были зафиксированы какие-либо нарушения в ходе избирательного процесса, что было подтверждено и наблюдателями со стороны кандидатов в президенты. Перед началом второго тура выборов кандидаты в президенты Алхаз Квицыня и Рауль Хаджимба предложили ЦИК одинаковое видение положений статьи 19 Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия. Аналогичное понимание данной статьи было также у членов ЦИК, на основании чего Центральная избирательная комиссия и определила порядок подсчета голосов, что было своевременно обнародовано. Но впоследствии результаты выборов не удовлетворили кандидатов в президенты Алхаза Квицыня и его сторонников из общественно-политических организаций, которые заявили, что будут оспаривать результаты выборов в судебном порядке. Вместе с этим от ряда оппозиционных сил стали звучать высказывания и призывы, дестабилизирующие политическую обстановку в стране. Депутаты Народного собрания выражают серьезную обеспокоенность складывающейся политической напряженностью и призывают все общественные силы воздерживаться от высказываний и действий, которые могут привести к обострению ситуации. В связи с этим депутаты обращаются к народу Абхазии с призывом проявить мудрость, выдержку, терпение и уважение к законам на благо дальнейшего поступательного развития абхазского государства. Под обращением подписались 21 депутат Народного собрания парламента Абхазии. Президиум Академии наук Абхазии также обратился к общественности и ко всем участникам политического процесса с призывом проявить благоразумие и ответственность, отказаться от непродуманных действий, которые могут привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Как подчеркивается в обращении, наш народ пережил тяжелые исторические испытания и добился победы в Отечественной войне, завоевал свободу и независимость ценой невосполнимых потерь. Для нашего народа государственность представляет собой наивысшую ценность и условия
условий для самосохранения. Демократические институты государства являются безусловным достижением государства. Любые противостояния в обществе разрушительны для государства и народа. Единство народа является наиважнейшим условием процветания и развития многонациональной Абхазии. Президиум Академии наук Абхазии призывает власти и оппозицию к широкому диалогу по всем вопросам, вызывающим разногласия, не выходя за рамки конституционного поля. 13 сентября 2019 года на предварительном судебном заседании будет определена дата и время проведения судебного разбирательства для рассмотрения искового заявления кандидата в президенты Алхаса Квициня с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента Республики Абхазия. Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачули и Оксаны Пиля принял к производству данное заявление, возбудил по нему административное дело, сообщается на официальном сайте Верховного суда. Предварительное судебное разбирательство назначено на 12 часов. К другим новостям. В рамках российской инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии в селе Бабушера завершены работы по асфальтированию улицы имени Алексея Когоня протяженностью 1 километр 600 метров. На месте работ побывали наши корреспонденты. Репортаж Гугуцы Вардания. Узенький участок дороги, ведущий к морю в районе села Бабушера, имеет большое значение не только для местных жителей. Эта улица соединяет между собой большое количество населенных пунктов. На протяжении многих лет участок дороги по улице Алексея Когони был почти полностью разрушен. Проехать по нему без риска для технического состояния транспорта было очень сложно. А в непогоду проходить здесь было невозможно и пешеходам. Машина курпурхагазма. Машина машина кумоюги прохагу, поехая прохагу, бишпа прохагу, сия прохагаза. Ремонтные работы по асфальтированию участка дороги в селе Бабушера были произведены компанией «Абхазрегионстрой» по заказу Управления капитального строительства Абхазии. На эти цели в рамках российской инвестпрограммы было выделено порядка 10 миллионов рублей. Протяженность дороги километр 420 метров. Работа выполнена, осталось обочины засыпать, тут порядок навести, мусор убрать и все. Толщина асфальта 5 сантиметров, ширина 6 метров. На сегодняшний день все, весь этот район Бабушера, аэропорта, он полностью с дорогами вопрос закрыт. Я надеюсь, что в 2020 году, в 2021 году мы уже закончим все остальные прилегающие улочки, сделаем. Особенно рады новому дорожному покрытию велосипедисты. Анжела Папаскир уже 5 лет каждое утро на велосипеде проезжает по этому участку дороги. Я с супругом уже 5-й год езжу по этой дороге. Она была очень-очень страшная. А теперь вообще супер. Теперь каждое утро с удовольствием еду на море, говорит любительница активного отдыха Галина Илсукова. Ощущения очень прекрасные, конечно. Мы долго ждали этой дороги. На море ехать с удовольствием, просто супер. Еще один велосипедист Виктор Мюллер приехал в Абхазию из ФРГ. Зиму провожу в Германии, а лето в Абхазии. С улыбкой говорит он. Виктор много путешествовал по миру, но здесь ему нравится больше всего. Здорово, я это очень долго ждал. И вообще я заснял перед этим снимки и после, там даже на пляже, и послал в Германию. Капитальный ремонт дороги в селе Бабушера – один из первых шагов к восстановлению Сухумского аэропорта. Гугуца Вардания, Тамас Чиковани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Американская бабочка – бич современного Кавказа. В последнее время нашествию вредителя подверглась природная среда Абхазии. Белокрылка распространилась в районах республики, а также в столице. Если в сельской местности гусениц уничтожают фруктовые деревья, то в городской черте опасности подверглись уникальные декоративные растения. Специалисты вплотную занялись уничтожением вредителя в Сухуме. Репортаж Амелии Бисмарк. Заражение местности американской бабочкой было зафиксировано в Абхазии еще в 90-е годы. Однако до последнего времени распространение вредителя не носило столь угрожающих масштабов. Сегодня в столице не осталось ни одной зеленой зоны, где не обнаруживается белая бабочка. Повреждает почти все листопадные растения. Поедает листву, соответственно, снижается транспирация,
жизнедеятельность растений будет подавлена и в конце концов, конечно, может высохнуть. Чтобы предупредить ущерб и остановить развитие популяции, борьбу с вредителем развернули на государственном уровне. По распоряжению премьера и соответствующих служб, созданных против борьбы с инвазивными видами, мы начали обработку против американской белой бабочки. Основной вред растениям наносят гусеницы, однако они же являются наиболее уязвимыми к препаратам. Специалисты спешат провести опрыскивание в минимальные сроки, чтобы успеть уничтожить как можно больше насекомых. Лекарственные препараты нам были выданы 3 числа, мы их получили, организовали работу. Помогли нам Гулирипский район трактором. Насекомое, оно перелетит, неважно, с парковой зоны в ботанический сад или из ботанического к нам. Поэтому я думаю, что сейчас мы закончим парковые зоны и перейдем в ботанический сад. Бригада сотрудников столичного зеленого хозяйства уже несколько дней работает на фуникулере. Американская бабочка поражает лиственные деревья. Вредитель и раньше присутствовал в местной фауне, однако в этом году он получил более сильное распространение. Экологи говорят, что это связано с погодными условиями. Что касается Сухумской горы, здесь пострадало 30% всей растительности. В безопасности остаются только хвойные деревья. При помощи техники специалисты добираются до самых труднодоступных мест и обрабатывают даже высотные растения. При работе используем шланг, который достигает до 100 метров. До 100 метров и автомашина, автовышка. Я его поднимаю наверх, и он сверху вниз опрыскивает. Мы, естественно, маски надеваем. Основные работы в Сухуми проводятся ранним утром. В целях безопасности горожан специалисты призывают местных жителей не присутствовать при опрыскивании деревьев. 3 класс опасности, оно не так опасно для человека, больше для животного. Но после высыхания опасности такой нет. 50 литров выделенного препарата хватит лишь на первичную обработку общественно доступных городских территорий. Столичная администрация призывает владельцев обратить внимание на частные приусадебные участки. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Ушла из жизни заслуженный учитель Абхазии, отличник народного образования, педагог с 50-летним стажем работы Гвиля Баджговна Корсая Голанзе. Выпускница Сухумского педагогического института имени Горького Гвиля Баджговна всю свою жизнь проработала в родном селе Кутол. Самоотверженный, талантливый педагог и прекрасный воспитатель Гвиля Корсая Голанзе не только учила русской грамоте, но и была верным другом для своих учеников. Через ее руки прошли много, можно сказать, тысячи детей. Она в нашей памяти остается как большого человека, большой души человека и большого профессионала. Она очень была чутка к детям, своим ученикам. Бывало, что она сделает замечание, а потом уже жалела об этом. На второй день тоже находила подход и как-то смягчала эту ситуацию. В нас что-то, если есть, чисто традиционное, абхазское, и если кроме этого еще, если чего-то мы добились в образовании, профессиональном росте, это все заложено такими педагогами, как Гвиля Баджговна. Это большая потеря сегодня, что ее нет с нами. Туристический сезон 2019 почти завершен, хотя в Абхазии сейчас в самом разгаре бархатный сезон. Особое время для любителей спокойного отдыха при комфортных погодных условиях. О том, как отдыхается осенью в нашей стране и много ли туристов в республике, узнавала Алика Трапш. Наша съемочная группа побывала в городах-курортах Гагре и Новом Афоне. Бархатный сезон в Абхазии вступил в свои законные права. Это удивительное время между жарким летом и прохладной осенью. Время, когда все еще тепло, но не так уж знойно. Бархатный сезон в Абхазии длится с сентября по октябрь. В это время курортная жизнь в стране все еще продолжается. Бархатный сезон считается самым благоприятным временем для отдыха на Черном море. Несмотря на то, что на календаре осени в курортных городах Абхазии тепло и уютно, а туристы спешат насладиться комфортной погодой и все еще ласковым морем, которое в это время года по-особенному чистое и теплое. Ведь сентябрь в Абхазии можно называть плавным продолжением лета.
Сезон называется бархатным именно благодаря состоянию морской воды. Купаться в море очень приятно, так как теплая вода обволакивает словно бархат. Температура воды не ниже 25 градусов. Считается, что отдых в сентябре самый полезный, и многие приезжают в Абхазию осенью, чтобы поправить здоровье. Гости, которые посещают Абхазию, в основном из России. Многие из них уже на протяжении нескольких лет в бархатный сезон проводят свой отпуск здесь. Если в сентябре сюда не приеду, это все, жизнь окончена. Очень нравится. Везде люди доброжелательные, во всяком случае никаких у нас замечаний нет. Отдыхаю здесь уже 15-й год. Нравится здесь море, природа, воздух. Все прекрасно. Будем надеяться, что мы еще сюда приедем. Мне все очень понравилось. Люди, море, солнце, народ прекрасный, приветливый. Я очень довольна. Для организации полноценного отдыха в обычном режиме работают все туристические объекты городов-курортов республики. Многочисленные гостиницы, летние кафе, рестораны, сувенирные лавки. По-прежнему проводятся прогулки на катамаранах и катерах. Работают разнообразные водные аттракционы. А самые смелые на парашюте могут посмотреть на побережье с высоты птичьего полета. Приехал с Московской области. Мне посоветовали ваш край отдохнуть. Сказали, очень красиво. На самом деле красиво. Побывал везде. Озеро Рица, знаменитейший ваш ресторан, парк побывал. На других экскурсиях, на водопадах. Все очень понравилось. Почему приехали сюда? Захотелось посмотреть на дружественное нам государство. Как оно живет, как развивается. Вообще все здорово, все хорошо. Конечно, нужно приложить еще много-много сил, чтобы его вернуть былую красоту и былую привлекательность. По-прежнему самыми посещаемыми местами в Абхазии остаются озеро Рица и Новый Афон. Знаменитая на весь мир Новоафонская пещера в разгар курортного сезона является одним из самых посещаемых объектов в Абхазии. Из года в год огромное количество туристов со всего мира приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть удивительное подземное карстовое царство. Впечатление такое, что лучшего я не видела в Абхазии. Первый раз. Но лучшего я не видела. Впервые были в пещерах, и, конечно, ваша пещера Новоафонская уникальная своими природными, так скажем, ресурсами, поэтому всем советуем посетить Новоафонскую пещеру. Основными факторами, которые влияют на увеличение турпотока в нашей стране, все еще остаются развитие инфраструктуры, сервиса и, самое главное, доброжелательное отношение к отдыхающим, обеспечение их безопасности. Впечатления замечательные, тепло, хорошо, погода нас радует, люди очень доброжелательные, нам очень нравится. И природа шикарная. Мы только вот первый раз сюда остановились. Первое впечатление потрясающее. Нравится. По предварительным данным Министерства по курортам и туризму Абхазии, туристический сезон 2019 проходит лучше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом, бархатный сезон, включительно 9 месяцев, посетила нашу республику с целью отдыха около 200 тысяч туристов. В этом году, по предварительным данным, отдохнуло у нас в республике по август месяц 220 тысяч туристов. Если мы говорим о наших экскурсионных объектах, то в прошлом году Новоафонскую пещеру посетило 220 тысяч. В этом году 235 тысяч человек. Рицинский национальный парк посетило в прошлом году по сентябрь месяц 311 тысяч, в этом году 312 тысяч. По нашим прогнозам, в первые дни начавшейся осени бархатный сезон будет хорошим, так как мы получили информацию от наших ательеров, что бронь составляет около 70-80%. Впереди еще 2 месяца бархатного сезона. И, как говорят специалисты, подводить итоги всего курортного сезона пока рано. Но уже сейчас понятно, что в этом году туристический сезон состоялся. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.